Тут можно даже с ванной комнаты начать. Наталья Шеметова получила квартиру в доме по улице Билибина в рамках федеральной программы переселения. Но не понимает, почему вместо обещанных 36 квадратов она получила всего 24 и вынуждена ютиться в них с 3 детьми. При этом качество нового жилья вызывает тревогу. Вот эта стена мокрая стоит. Пошла вон там вот трещина, она расходится с каждым днем все больше и больше. Жильцы, крайне недовольные такой ситуацией, обратились в Общероссийский народный фронт. По результатам проверки ОНФ выяснилось, что изначально средства, выделенные на строительство квартир для сирот, были использованы как платеж за строительство дома по улице Короленко, 25. Соответственное жилье люди должны были получить здесь. Однако компания-застройщик не сдала объект вовремя, и этот дом до сих пор не принят. В дальнейшем произошла какая-то непонятная ситуация. Они начали тормозить строительство дома по Короленко, при этом предлагая муниципальным властям вариант по улице Билибина, который заведомо является худшим для сирот, потому что, во-первых, район очень далекий, во-вторых, качество жилья очень сомнительное и вообще в целом дешевое. Поначалу администрация города подала иск о расторжении муниципального контракта и потребовала вернуть вложенные средства, но позже согласилась на обмен. Окружная администрация поняла, что действительно объект до конца года не будет введен, и дети-сироты не получат жилых помещений, да, что может вызвать под собой, скажем так, негативный протест. Поэтому в ходе судебного разбирательства было принято решение о замене объектов, и часть квартир, которая была законтрактована на Короленко, перешла в объекты на улице Билибина, говоря по-простому. Компания-застройщик, в свою очередь, комментирует ситуацию таким образом, что бюджетные средства сирот и вовсе не использовались в строительстве объекта на Короленко. Это вообще смех на самом деле, вообще неравноценные вещи. Вот касательно Билибина, да, там даже если будем смотреть проект, там строительство намного облегченное и конструкция немного другая. Касательно Короленко, объекта, который ведется до сих пор, достроится, там намного все сложнее, все дороже и другие деньги. ОНФ, в свою очередь, посчитав, что замена квартир ущемляет в правах детей-сирот, обратилась в прокуратуру. Прокуратура Республики по сообщениям средств массовой информации начата проверка соблюдения прав и законных интересов граждан при строительстве объекта по улице Короленко города Якутска. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. Надежда Андросова, Максим Бурцев, Вести, Якутск.